Из-за того, что он небольшой, есть ощущение какого-то домашнего камерного храма, очень уютное ощущение. Мне очень понравились и настоятели, и все батюшки. Это практически, вот как говорят, отец родной. Они являются родными отцами действительно. И сегодня я очень рада побывать на праздничной службе и отметить этот праздник вместе с прихожанами и, самое главное, с владыкой, настоятелем и священниками этого храма. Евгения Жукова ходит в храм, что на Горке, более 15 лет. Говорит, что он для нее особенный. Вокруг благодать, тишина, присутствие живого духа и радость. Сегодня день особенный. В любимом храме престольный праздник. Особенный повод – быть в церкви. Через этот праздник мы получили и Рождество, и Пасху, и все остальные православные праздники. И, естественно, он является основным, главным и самым теплым. Мы получили спасение и жизнь вечную. Очень большой праздник для нас. Радостный, очень духовно нам помогает это, радует нас. Это словами так тоже сказать тяжело. Вот когда соприкоснешься с благодатью Божьей, ты это почувствуешь. Осень в христианском календаре имеет особое значение. С нее начинаются новолетие и новая череда событий. Так, 21 сентября православные отмечают рождение Пресвятой Богородицы, в честь которой освящен престол Остинской церкви. Праздничную службу в церкви Рождества Пресвятой Богородицы возглавил епископ Герасим. В этот день, несмотря на то, что он будний, на совместную молитву пришли сотни горожан. Во время богослужения было совершено рукоположение диакона Георгия Рамонова священники. Слава пришествию Твоему чистое, слава Рождеству Твоему, слава девству Твоему, Мати безневестная, купно же с Тобою сподоби нас непрестанно славить и величать. Все святый плод Твой, Слово воплощенно, в очей. Этот красавец-храм старейший во Владикавказе, и стоит он на возвышении, так называемой Остинской горке. Сюда традиционно каждое воскресенье приходит большое количество прихожан. У каждого своя история, свой путь к Богу. Когда что-то ты делаешь угодное Богу, ты не можешь со своими грехами справиться. Но когда ты делаешь, и Он тебя посылает, Он тебя направляет. Но это очень тяжело тоже. А когда ты соприкоснешься с этим, ты от этого уже не отойдешь. Знаете, был такой период в жизни, мне кажется, как у всех в подростковом возрасте, когда мы отходим от церкви, уходим в какой-то поиск, бунт, и все равно мы возвращаемся в то лоно, и, как же это лучше сказать, к началу, к самому, вот как нас покрестили, и потом мы переосмысливаем уже где-то лет 18, в 19, и приходим обратно к истине, потому что кроме православия истины в принципе нет.